Добавим, отключение света было запланировано, но для жителей Якутска оно все равно стало полной неожиданностью. Однако это не сравнится с тем, что испытал глава одного из наслегов Хангаласского района. Буквально лицом к лицу он столкнулся с медведем, рассказывает Виолетта Засимова. Вечер 4 июня Александру Максимову, главе второго Мальжигарского наслега, и ехавшим в автомобиле вместе с ним специалистам сельского хозяйства, запомнится надолго. Возвращаясь с привычного обхода летников, они заметили, как из чащи выбежал медведь и буквально перебежал им дорогу. В автомобиле помимо взрослых пассажиров находилось еще 2 детей. Мы ехали и увидели медведя. Он бежал по трассе. Большой был? Да. Ну, ты испугалась, нет? Да. Ты когда-нибудь видела медведя? Нет, только в зоопарке. Я думал сперва собака, потом все орут: медведь, медведь. Подъехал, метров 30. Она сперва вдоль пробежала, потом выскочила поперек дороги. И смотрю, медведь. На нас смотрит так коза. И выскочила через поляну, прошла. В это время я не увидел, она, другие сзади сидевшие сказали, что там еще другая стояла. Она побежала тоже, крупная такая. По следам косолапого жителя лесов направили группу из 3 местных охотников. И в 10 километрах от места, где его видели, собаки учуяли нарушителя спокойствия. Ночью, часа в 10, собаки облаивали. Добыли одного, второй убежал. А это был маленький медведь? 2-годовалый, Ну, говорят еще, что тут 4 бродят. Что-то много их стало. Почему, чем вызвано то, что они приблизились к населенному пункту? В прошлом году пожары были, в Вилюйске, в Горном, может, из-за этого. Примерно через день после происшествия на базе Хариалах-Урях был убит еще один медведь, 12-летний самец, задравший нескольких лошадей и жеребят конезавода Берте. Из-за большого количества разводимого скота в наслеге остро обстоит ситуация с волками зимой и теперь с медведями летом. Но жители и глава наслега не намерены мириться с таким соседством и активно борются с нашествием хищников, создавая охотничьи содружества. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, НВК Саха, Хангаласский улус.